Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов поздравил жителей региона старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Цитата. «Сегодня в России отмечают День пожилых людей. Уважение и почтение к людям старшего возраста является нашей национальной традицией. Мудрость и жизненный опыт старшего поколения – бесценный источник для нашего народа, из которого можно черпать полезные советы и наставления. Связь поколений является непременным условием развития любого общества. Там, где не уважают возраст, нет стабильности и благополучия. Хочу пожелать нашим пожилым людям крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы создаем и будем создавать для вас самые лучшие условия для этого. И раздолыш мярш могуш дахлчу, эзершершк. Амин». В октябре вступает в силу ряд законов. В частности, у бюджетников вырастут зарплаты. Также на 5,1% повышаются военные пенсии. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильем через единый портал госуслуг. Меняются также правила продажи полисов страхования жизни. До конца года будет действовать более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, чем в третьем квартале. Изменятся тарифы утилизационного сбора для автомобилей. Данные о полисах ОСАГО пройдут в новую систему. Сегодня стартует осенний призыв. В эту кампанию по указу Владимира Путина в армию наберут 133 тысячи человек. Во время нынешней кампании будут использовать бумажные повестки, сообщили ранее в Генштабе. Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября до 31 декабря, следует из указа. В Мужичинском и Нестеровском участковых лесничествах республики проведут лесозащитные мероприятия. Будет проведена лесопатологическая таксация с применением инструментальных методов, что позволит определить, какие санитарно-оздоровительные мероприятия необходимо провести на том или ином участке. Данные, полученные в ходе выборочных наземных наблюдений, помогут сформировать госзадания по проведению лесопатологических обследований на следующий год и в целом разработать план лесозащитных мероприятий в насаждениях Сунжинского лесничества. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России продумать механизмы по борьбе с хищением средств мошенниками. Речь прежде всего идет о тех случаях, когда граждане под влиянием угроз или обмана заключают договоры потребительского кредита и передают потом полученные средства мошенникам. Как говорится в поручении, одним из таких механизмов может быть установление периода охлаждения между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств. Путин поручил обеспечить внесение в законодательство России соответствующих изменений. До конца суток 1 октября и в течение суток 2 октября в северных районах Ингушетии ожидается чрезвычайная пожароопасность, 5 класс. В Главном управлении МЧС России по республике напомнили, что если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона 112. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля. Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным. Россияне из-за празднования Дня народного единства все равно будут отдыхать 2 дня подряд – воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября.